называемый уже термин есть в косметологии Ozempic Face. Поскольку тирозепатид более новый препарат, он прицельно действует на жировые клетки, то есть адипоциты. Если мы ходим 10 тысяч шагов прогулочным шагом, таким неспешным, да, толку от этого, от того, что мы прошли вот это количество шагов, абсолютно никакого не будет. Что случится через 10 лет после вот применения этого препарата, пока никто не знает. Ну, вообще здоровое питание, конечно, это все-таки основа здорового образа жизни, ну, скажем так, рациональное питание. Чаще всего сравнивают рациональное питание так называемой средиземноморской диетой. Овощи, фрукты, зерновые продукты, морепродукты, рыба. Красного мяса там достаточно мало, 1-2 раза в неделю употребляется. Обязательно оливковое масло твердого отжима. Отсутствие все-таки рафинированных углеводов – это фастфуд, это сладкие газированные напитки, типа колы, фанты, да, и простых сахаров. Ну, то есть это обычный белый сахар, да, рафинированные продукты питания, такие как продукты быстрого приготовления. Допустим, наши пациенты, ну, в основном, скажем так, я как эндокринолог говорю, они считают, что если они съели на завтрак кашу быстрого приготовления – это каша, которая заваривается в пакетиках. Они считают, что это был у них здоровый завтрак. Я хочу развенчать абсолютно этот миф, потому что все продукты быстрого приготовления – это рафинированные углеводы, рафинированные сахара, которые абсолютно бесполезны для нашего организма, и они наносят только вред. Людям, которые хотят придерживаться здорового питания, здорового образа жизни, я рекомендую все-таки убрать обычный простой сахар из своего рациона. Ну, естественно, что фастфуд, газировка, сладкие напитки, сладкие продукты – это не должно входить в ежедневный рацион такого человека. То есть это должно быть изредка, ну, скажем так, по праздникам, да, но ни в коем случае не на ежедневной основе. Молоко, конечно, это хороший питательный продукт. Он содержит очень много витаминов, кальций, полезный белок, но белок молока, он достаточно аллергичный. То есть если у человека есть аллергия, конечно, ему не стоит употреблять именно цельное молоко. Также молоко вообще содержит молочный сахар, который пациентам с сахарным диабетом, вообще с нарушением углеводного обмена, может повышать уровень сахара. Поэтому именно в отношении цельного молока, конечно, тут двоякое отношение. То есть оно вроде бы и полезно, молоко, да, но, с другой стороны, умеренность должна быть во всем. Но в отношении, допустим, кисломолочных продуктов это абсолютный, скажем так, суперфуд. То есть это продукты, которые содержат естественные пробиотики. Это сейчас такая очень модная тема, поэтому людям, которые придерживаются здорового питания, я рекомендую включать обязательно в свой рацион кисломолочные продукты. Ну, обычный даже кефир. Кисломолочным продуктам полезным я бы не относила йогурты различные, особенно сладкие, потому что многие родители, думая, что они хотят разнообразить рацион здорового питания своему ребенку, дают ему всевозможные йогурты с подсластителями, со сладким вкусом. Да? Этого делать, конечно, на постоянной основе я бы тоже не рекомендовала. Но вот именно обычный простой кефир, наш бырпах, допустим, да, это тоже суперфуд, я бы рекомендовала включать в рацион постоянно. Старость – это вообще не паспорт. Не паспортный возраст – это состояние организма человека. Даже молодой человек, если он неправильно питается, малоподвижный образ жизни ведет, да, если у него есть избыточный вес, если есть ожирение, какие-то гормональные проблемы, какие-то есть дефициты, он может быть уже старым, несмотря на то, что ему там 30-40 лет. Да? И с другой стороны, бабушки, дедушки, которые ведут хороший подвижный образ жизни, ну, вот, занимаются, сейчас очень модная скандинавская ходьба, да, и которые потребляют достаточно мало углеводов, ведут активный образ жизни, они не соответствуют своему, допустим, паспортному возрасту. Вот, допустим, как пример, у нас буквально недавно в нашем региональном эндокринологическом центре была на приеме женщина, я бы так сказала, да, которая выглядит лет около 70. На самом деле ей оказалось, что 91 год. Она очень активная, она потрясающе выглядит, она придерживается вот именно здорового образа жизни, она очень ведет
активный образ жизни, хорошо питается, ну так вот рационально, да, и вот как наглядный пример я вот хотела привести ее. Бабушка, ее даже язык не повернется называть, ей вот, ну, на вид около 70 лет, а на самом деле ей 91 год. И привела ее на прием дочка, которая вот реально где-то около 70 лет, ну вот они примерно выглядели как сестры. А сколько шагов нужно делать? Ну, это вообще расхожее мнение. 10 тысяч – это как бы рекомендованное количество шагов, которые ежедневно человек должен проходить. Но, с другой стороны, в каком темпе эти шаги сделаны, это тоже большое значение имеет. То есть, когда мы ходим, мы все-таки должны затрачивать больше энергии. То есть, наш пульс должен обязательно учащаться. Если мы ходим 10 тысяч шагов прогулочным шагом, таким неспешным, да, толку от этого, от того, что мы прошли вот это количество шагов, абсолютно никакого не будет. Вообще ожирение с чем связано? С тем, что мы потребляем больше калорий, чем нам нужно израсходовать. Это связано с тем, что мы обильно много питаемся, потребляем очень большое количество калорий и не расходуем их. То есть движение – это жизнь, это все-таки не расхожая фраза. Это обязательный компонент здорового образа жизни, и движение должно быть активное. Должны быть задействованы крупные мышцы обязательно. Очень полезный прием – это даже обычные приседания. Обязательно растяжка очень хорошо действует, да, потому что, когда мы делаем растяжку, здесь задействуется наша соединительная ткань. А соединительная ткань – это наш каркас организма, это мышцы, это связки, которые держат наш позвоночник, наше тело. Оземпик – это широко разрекламированное название препарата, международное название семаглутид. Оземпик – это оригинальный препарат, он сейчас, это зарубежное производство, да, он сейчас в России практически нигде его не встретишь, да. Есть у нас хорошие, прекрасные заменители российского производства, да. Ну, название я говорить не буду, на основе семаглутида. И есть еще второй препарат, более новый, двойной агонист, так скажем, да, более мощный. Название его международное тирзапатид. Вообще, что это за препараты? Это препараты, аналоги к рецепторам глюкагоноподобного пептида 1. Ну, это очень сложное название. Суть действия этих препаратов, если объяснить по-простому, они действуют на нескольких уровнях. На уровне желудочно-кишечного тракта они замедляют опорожнение пищи из желудка. Вообще моторика желудочно-кишечного тракта на фоне приема данных препаратов резко замедляется существенно. Пища дольше остается в желудке, соответственно, человек не испытывает чувство голода. То есть он сытый все время. Поскольку пища есть в желудке, соответственно, рецепторы в головном мозге, которые отвечают за центр насыщения, за центр голода, они получают сигнал, что мы не хотим есть. Насыщается, скажем так, меньшим объемом порции. И, соответственно, конечно, он потребляет, поскольку меньшее количество пищи, соответственно, меньше калораж, создается дефицит калорий, и за счет этого идет, конечно, потеря массы тела. Хорошие результаты показывают эти препараты. Причем на тирзапатиде потеря массы тела идет более избирательно по сравнению с семаглутидом. Поскольку тирзапатид более новый препарат, он прицельно действует на жировые клетки, то есть адипоциты, при этом не затрагивая мышечные клетки, то есть мышечную ткань. Тогда как на фоне приема семаглутида идет одинаковая потеря и мышечной, и жировой ткани. И препараты эти высокоэффективны. Допустим, тирзапатид, его сравнивают с эффектом от бариатрической хирургии. По данным международных всех больших перспективных исследований было показано, что пациенты, которые принимали этот препарат в течение 24 месяцев, то есть за 2 года, они теряют в весе в среднем до 23-25 килограмм. Это очень хорошие результаты, которые мы могли получить на сегодняшний день до применения этих препаратов только с помощью бариатрической хирургии. Ну, конечно, есть определенные противопоказания. Ни в коем случае нельзя самому себе назначать там. Сейчас, конечно, мы испытываем огромный бум данной группы препаратов. К сожалению, наверное, к нашему медицинскому сообществу их можно приобрести без рецепта в любой аптеке, да. И на уровне там подруга посоветовала, там кто-то из коллег похудел, да. Человек может услышать это, пойти и купить данный препарат. Конечно же, этого делать нельзя. Это должен сделать обязательно врач-специалист. В первую очередь это эндокринологи.
Гастроэнтерологи могут назначить. Любой врач, конечно, специальности, который интересуется, который занимается темой ожирения избыточного веса, имеет право назначить данный препарат. Но, еще раз повторяю, что это нужно делать только после специального обследования. Только врач-специалист может определить, нет ли противопоказания для приема этих препаратов. Ну, вы знаете, проблемы какие могут быть, к сожалению, долгосрочных таких вот еще исследований не проводилось, поэтому что случится через 10 лет после вот применения этого препарата, пока никто не знает. Но однозначно то, что быстрая потеря массы тела за 2-3 месяца, да, она тоже это не есть хорошо. Оптимальная потеря веса где-то в среднем от 2 до 4-5 килограмм в месяц, не больше. Чем больше масса тела была исходна, тем больший процент теряется, конечно же, сразу же. Да? Сейчас наши коллеги-косметологи тоже испытывают большой наплыв пациентов, ну, женщин, скажем так, у которых так называемый уже термин есть в косметологии Ozempic face. То есть, когда женщина интенсивно теряет вес, конечно же, в первую очередь уходит подкожно-жировая клетчатка в области, вот, где кожа наиболее тонкая, то есть в области лица, шеи, да, формируется определенный такой тип лица, когда все вот опадает, скажем так. И, конечно же, если идет быстрая потеря массы тела, это нужно косметологически обязательно корректировать. Традиционный обычный чекап здоровья включает общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, обязательно уровень глюкозы и холестерина. Также, в принципе, можно посмотреть уровень ферритина, то есть посмотреть, нет ли дефицита железа, уровень тиротропного гормона, который определяет функцию щитовидной железы. Для мужчин это еще дополнительный уровень тестостерона, для женщин уровень эстрадиола, то есть это женские и мужские половые гормоны. Также можно еще посмотреть уровень витамина D. То есть посмотреть, нет ли дефицита железа и дефицита витамина D. Если есть какие-то симптомы, можно посмотреть дефицит витаминов других. Обычные анализы мы рекомендуем сдавать. Это общий анализ крови, мочи и биохимический анализ крови 1 раз в год обязательно. Ну, в рамках диспансеризации или периодических медосмотров это можно спокойно сделать. Если у человека с утра уже, скажем так, ничего не делал, уже устал, я бы порекомендовала, конечно, все-таки посмотреть, нет ли дефицитов. Да? В первую очередь, действительно, это дефицит железа, дефицит витамина D. Также я бы рекомендовала посмотреть уровень кортизола, потому что кортизол – это наш основной гормон, который регулирует нашу способность сопротивляться стрессам. Мы же уже живем практически в хроническом стрессе, каждый из нас, да? И когда действительно этот стресс становится хроническим, этот кортизол, он постоянно повышается, и потом уже ресурсы его заканчиваются, и потом он уже может перестать реагировать на хронический стресс, и уровень кортизола может снизиться. Хроническая усталость, апатия, нет интереса к жизни – это, конечно, может быть дефицитом и кортизола, и других гормонов. У мужчин это тестостерон, у женщин это женские половые гормоны. То есть, если такое состояние есть, если депрессивное какое-то состояние, конечно, в первую очередь нужно посмотреть уровень гормонов. Вообще ферритин показывает запас железа в организме. Вполне вероятно, что у наших мам, у наших бабушек тоже, конечно же, был дефицит и железа, и ферритина. Да? Но просто тогда этому не уделялось такое большое внимание. То есть вообще, в принципе, что такое ферритин, мы узнали достаточно недавно. Ну, больше информации благодаря нашей глобальной системе интернет. Все-таки это веяние нашего времени. Нельзя сказать, что таких проблем раньше не было, они были, просто были незаметны. Да? Конечно, да.